Теперь к достижениям республики в сфере культуры, туризма и спорта. К вековому юбилею Коми власти ставили задачу модернизировать 100 домов культуры. План перевыполнили, отремонтировали на 69 больше. И хотя ковидные ограничения не позволили республике в полной мере отпраздновать свой вековой юбилей, тем не менее для культуры, туризма и спорта было сделано немало. Ключевые моменты доклада главы по культуре, туризму и спорту в материале Ксении Мишариной. Из-за вынужденных ограничительных мер специалистам учреждений культуры, спорта и туризма пришлось работать в новых условиях. В большом количестве были отменены культурно-массовые мероприятия. Однако сегодня у региона появилась возможность наверстать упущенное. Так, например, в доковидном формате пройдут фестивали «Картайка» и «Заваленка», «Ижемский луд» и «Усть-Целемская горка». А 2 июля состоится республиканский выпускной праздник «Облака Лайв» с участием приглашенной певицы и блогера Мэри Гу. Серьезная подготовка ведется и к празднованию Дня Республики. Тщательно прорабатывается культурная и деловая программа празднования Дня Республики. В Сыктывкаре после двухлетнего перерыва вновь заработают выставки «Достояние Севера», концерты, фестивали, выставки пройдут во всех муниципалитетах. Уверен, духом праздника будут проникнуты все города, села и деревни республики. Одним из значимых событий 2021 года стало открытие после капитального ремонта Национальной библиотеки. На преображение главного книгохранилища республики ушло 500 дней. Перед подрядчиком стояла нелегкая задача – сохранить историческую лепнину и воплотить русский ампир 60-х годов в современную интерпретацию. Здание отремонтировали полностью – фасад, кровлю, входную группу, инженерные коммуникации. Оснастили оборудованием, удобными диванами и столами, компьютерами. Появились в библиотеке информаты, поисковые системы по книгам. Приведу один пример. Это Национальная библиотека Республики Коми. Да, вы знаете, что в конце прошлого года, после капитального ремонта, она открыла двери в такие красочные, яркие, светлые помещения с обновленной современным оборудованием. И как результат люди туда потянулись. Там сегодня довольно оживленно, скажем так, да, и люди принимают активное участие в культурных мероприятиях в стенах библиотеки. Я считаю, что это очень важно, потому как люди из самых разных интересов с пользой проводят свое свободное время. По всей республике обновлены и оснащены новым оборудованием школы искусств и библиотеки, приобретены новые инструменты для музыкальных школ. А план модернизировать 100 домов культуры к столетию республики перевыполнен. В период с 2017 по 2021 год отремонтировано и оснащено оборудованием 169 клубов. В селе Вольдино и в деревне Карпушовка открыты социокультурные центры. В Ухте после реконструкции свои двери открыл Центр детского творчества имени Генриха Карачевского. В этом году Центр творчества открылся после капитального ремонта. Здание выглядит очень красиво, такой современный ремонт с нотками офисного стиля, несмотря на то, что это детский центр. Очень приятно там находиться, очень приятно видеть детей с горящими глазами, очень приятно видеть их родителей, которым тоже нравится там находиться. Но нам, как педагогам, соответственно, приятно там работать, потому что здание оснащено всеми новейшими оборудованиями. У каждого педагога отдельного объединения есть все необходимые для его работы какие-то нужды. В общем, все сделано на высшем уровне. Сегодня в республике делается все для того, чтобы сфера культуры стала доступной для всех желающих. Так, в 2021 году стартовала новая федеральная программа «Пушкинская карта». Благодаря этому школьники и студенты могут посещать музеи, театры и другие учреждения культуры за счет средств, выделяемых из бюджета. Появились новшества и в сфере туризма. В условиях пандемии, когда границы оказались закрыты, стал активно развиваться внутренний туризм. Жители России по-новому открывают свою страну, в том числе и нашу республику. За 2021 год в нашем регионе побывало более 340 тысяч человек. Разработаны 3 новых маршрута. В этом году предложены маршруты по территории Национального парка Югу-2 и Печора-Илчского заповедника. Открыт зимний вертолетный маршрут на плато Мань-Папунер. А летом планируется запуск маршрута по реке Унья. 7 маршрутов разработаны для автопутешествий. Возрастает интерес и к нашим этническим праздникам.
приехал к нам в республику, даже каждый район, у каждого района у нас есть свои праздники, традиционные, профессиональные. Например, это такие праздники, где можно узнать именно самобытность данного края, данного района. Мне кажется, приехав к нам, они узнают, видят не только красоту нашей природы, но глубже познают именно, чем занимаются, какие традиции, какая самобытность, какие обряды, легенды, предания, полностью узнают о нашем народе. Особое внимание правительство уделяет развитию профессионального и массового спорта. Финансирование происходит за счет проекта «Спорт. Норма жизни», а также субсидий из бюджета республики. Благодаря этому в прошлом году установлены и обновлены 48 спортобъектов и учреждений. На ремонт уличных тренажеров и спортивных площадок были использованы в том числе средства проекта «Народный бюджет». Отремонтировано и установлено 27 объектов. Для развития массового спорта делается достаточно много. У нас 12 место в России по комплексу «Готов к труду и обороне». Это говорит о том, что массовое спортивное движение развивается достаточно неплохо. И по сравнению со всей Россией это достаточно хорошие показатели. Более того, немножечко идет уклон на массовую физическую культуру. То есть мы немножечко отходим в связи со всякими санкциями от спорта высших достижений и переходим к развитию спорта, именно детского спорта для всех групп населения. Своими успехами жители республики продолжают радовать и профессиональные команды. Баскетбольный клуб «Ника», футбольные клубы «Новая генерация» и «Ухта». А хоккейный клуб «Строитель» отметил свой 75-летний юбилей. Значимым событием в марте этого года стало присвоение Владимиром Уйба почетного звания Героя труда Республики Коми 4-кратной олимпийской чемпионке Раисе Сметаниной. Но достижения есть и у молодых представителей спорта. Это медали Юлии Ступак в Пекине, победы Ермила Вокуева, блистательные выступления паралимпийца Ивана Голубкова. Кроме всего этого, республика – отличная площадка для проведения соревнований и показательных выступлений высокого уровня. Сюда уже неоднократно приезжали и продолжают приезжать звезды мирового спорта. Недавно родной регион посетил заслуженный мастер спорта России по боксу, бронзовый призер Олимпийских игр, 3-кратный чемпион России Владимир Никитин. Он побывал в спортивных и культурных учреждениях республики, пообщался с подрастающим поколением боксеров, а также провел для них мастер-классы. Я так недавно начал, так скажем, следить за республиканским боксом, конкретно за детьми. И проводил турнир на свои призы. И надо не бояться ставить цели. И конкретно цели, почему не достигнуть, может быть, таких уровней. Надо достигать выше уровней. Надо олимпийское золото, чтобы было у нас в Республике Коми. Будем работать, будем стараться. В этом году на Коми-земле прошли большие спортивные мероприятия. Фестиваль русского хоккея, первенство России по тяжелой атлетике и чемпионат России по лыжным гонкам, где наша сборная показала очень хорошие результаты. Эти и другие достижения стали возможными благодаря общим усилиям большого количества людей, живущих в нашей республике и работающих на благо родного края. А значит, и впереди нас ждут новые победы.